Я люблю свою работу, потому что она мне нравится. Моя профессия – это моя профессия. Я ее выбрала еще с 3-го класса. Турбинный цех встречает нас мерным шумом и тяжелым разгоряченным воздухом. Сотрудники, общаясь только жестами, занимаются ремонтом турбины. За их работой с высоты 13 метров из кабины мостового крана сосредоточенно наблюдает Айзат Семиренко. Стропольщик только что обвязал еще одну деталь турбины, застропил ее на крюк вспомогательного подъема 3 тонн и жестом подал команду передвинуть железную махину на полметра вправо. Медленно, осторожно, словно хрусталинку, крановщица поднимает груз и аккуратно переносит его на специальную площадку. От крановщицы ждут филигранной работы. Чуть-чуть влево, затем вперед, опускай. Жестами командует стропольщик, ни разу не подняв голову на Айзат. Он знает, женщина поймет его без слов. На ТЭЦ я работаю с 2006 года, с 11 октября, но уже 13 лет в этом году исполнилось, как я работаю на ТЭЦ крановщицей. После окончания училища я закончила курсы крановщиков и работала везде на кране. Посмотреть действительно есть на что. Мостовой кран внушительных размеров машина, которая словно парит под потолком. Кабина не застеклена, женщину ограждает лишь пульт управления силовыми контроллерами и борта высотой по пояс. В помещении душно. Здесь внизу даже не хочется представлять, как жарко сейчас Айзат в плотной робе на высоте. В кабине крана на приподнятом стуле она казалась намного выше. Образ Айзат расходится с традиционным представлением о том, как выглядит машинист. У женщины милая улыбка. Я живу сама в селе Беловодском Московского района. И каждый день я езжу сюда на работу. Без 26 я выезжаю, без 27 я уже нахожусь на работе. На ТЭЦ трудятся 3 крановщика, 3 женщины. Почти всем в выборе профессии помог случай, но никто из них менять работу не собирается. Даже если уходили, был перерыв в стаже, то все они вернулись к высоте. Свой первый подъем на высоту Айзат вспоминает совершенно спокойно. Мостовые краны располагались на высоте 12 метров. Акрофобией она никогда не страдала, поэтому смело поднялась по крутой лестнице и уверенно принялась за управление краном. У меня мечта была в детстве с 3-го класса быть крановщицей. Даже стихотворение такое было: я бы в летчики пошел, пусть меня научит. А ты, говорит, кем будешь? Учительница спрашивает, а я ей показываю, я пойду на кране работать буду. У меня была подружка, у нее мама работала на кране, и мы как-то не поднялись на кран с подружкой к маме, и мне это понравилось. Страх высоты может возникнуть, если смотреть вниз. Если сосредоточиться на работе, он отступает, рассказывает Айзат. Крановщицы на ТЭЦ уверены, что их профессия исключительно женская. От машиниста требуется не только хороший глазомер, но и усидчивость, терпеливость, выносливость, сговорчивость. Я считаю, что профессия крановщика – это больше к женской профессии, больше женщины работают крановщиками, чем мужчины. Женщины более-менее внимательные, более-менее такие вот чувствуют, знают. Она вообще часто улыбается. Даже в самой тяжелой работе нужно оставаться женщиной, уверены крановщицы. У меня есть дочь, у меня есть 2 внука. Один пацан учится в 4 классе, девчонки всего 6 лет. И я бабушка самая счастливая. Потому что у меня есть работа, у меня есть внуки взрослые, и у меня все хорошо.